Однако никакие унылые видеоуроки не сравнятся с тем, как издевается над школьниками и вообще системой образования Министерство образования, которое выпускает учебники с вопиющими ошибками или даже печатает страницы задом наперед. Могут сказать, что во всем виновата типография, но тогда зачем существует Минобразование? Подробнее в еще одном сюжете Андрея Токомбаева. Школьные учебники в Кыргызстане могут быть источником не только знания, но и невежества. Возмущена бишкекчанка Сара Камалова. Получив учебный материал для онлайн-обучения своего сына, она увидела, что на странице учебного пособия по истории красуется возмутительный ляп. Государственные символы Кыргызской республики искажены до неузнаваемости. Учебник «История Кыргызстана и мировая история», который неприятно удивил мать ученика, вышел в свет в 2018 году тиражом более 43 тысяч экземпляров. Стало быть, книга с ошибками существует уже второй год, пройдя через руки десятков тысяч детей. На этот вопрос корреспондента «Пятого» в Академии образования поспешили ответить, что все не так плохо. В данном случае из всего тиража напечатаны с техническими погрешностями лишь несколько экземпляров, и их скоро заменит книгоиздатель. Но следить за тем, чтобы подобное не происходило, должны школы, выдающие учебные пособия родителям учеников. При получении учебников каждая школа должна провести ревизию. Ревизию на наличие типографских ошибок и в случае обнаружения, допустим, склеенных страниц, вот как в этом случае получилось, да, государственная символика, вот здесь должны сразу представителям либо министерства, либо типографии, потому что они осуществляют доставку учебников до школ, и они будут заменены. Но не успели слова вице-президента Академии образования выйти в эфир выпуска новостей Пятого канала, как вскрылась другая оплошность книгоиздателей. В интернете появился видеоролик, в котором красуется такой вот странный учебник по английскому языку для учеников 3 класса. Книга начинается с последних страниц. По мнению многих бишкекчан, такие ошибки говорят о безответственности сотрудников Минобразования. Пора бы научиться правильно печатать и правильно знать хотя бы русский язык, если на русском, то же самое на киргизском. И помимо учебников, также на байнерах и везде сплошные ошибки. Наверное, ошибка машины, которая ошибками печатает, и которые там работают люди, должны следить строго. Что у нас неграмотные такие авторы или кто там, издатели, не знаю я. Что, исправлять надо это все безобразие? Перед тем, как издание увидит свет, специальная комиссия проводит экспертизу, состоящую из нескольких этапов. Но и это не гарантирует от ошибок. Необходимо разработать специальные правила и усилить подотчетность, уверена независимый эксперт. Во-первых, я вам хочу сказать, это целый этап, целый цикл, и он очень трудоемкий и долгий. Самое первое, все зависит от квалификационных требований, от закупающей организации. А заказчик кто у нас? У нас Министерство образования. Деньги у них. Минобразование не только допускает тиражирование учебных пособий с ошибками, но и также замечено в финансовых махинациях. Минувшей весной Генеральная прокуратура выявила факт растраты более 32 миллионов сомов при издании учебников географии за 6 класс, естествознания и английского за 5 класс. Книгоиздатели возмущаются из-за того, что в прошлом году министерство едва не приняло положение, поставившее под угрозу весь процесс выпуска школьных учебников. Авторские права на них ведомство собиралось передать частным издателям, чтобы якобы создать конкурентную среду и улучшить качество учебных пособий. Но будут ли предприниматели заботиться о содержании учебников? Академик Академии педагогических и социальных наук Александр Кацев предлагает вообще не издавать для школ бумажные учебные пособия, а закупить для школьников электронные планшеты. На эти гаджеты можно будет загружать учебники в электронном формате. При этом не составит особого труда устранять обнаруженные в тексте ошибки и погрешности. Сегодня не нужно выпускать бумажные учебники для школы, а Минобразование могло бы закупить у какой-нибудь китайской фирмы, это будет не так дорого, у китайской фирмы закупить гаджеты. Впрочем, даже планшеты закупать не обязательно. Электронные учебники ведь можно загружать и на сотовые телефоны учеников. В этом случае министерству придется позаботиться лишь о том, чтобы обеспечить гаджетами учащихся из семей малоимущих, где смартфон является непозволительной роскошью. По словам Кацева, метод опробован в Кыргызско-Российском университете. Не первый год этот вуз разрабатывает учебники в электронном формате. Студенты загружают их себе на смартфоны, либо покупают компакт-диски. У нас есть вот в электронном виде, а в современных компьютерах нет дисковода, поэтому приходится все это сбрасывать на флешку. Вот вам, что?
Ну вот вам, вон, книжка, выпущенная комиссией по госязыку, вот это да, вот она, эта книжка. Это мы сделали хрестоматию по киргизскому языку по принципу, с одной стороны на русском языке, с другой стороны на киргизском. Но это вряд ли решит проблему неточности и ошибок в учебных пособиях, убежден педагог с 47-летним стажем, профессор кафедры физической географии Кыргызского национального университета Тимир Кулматов. Не так давно он, несмотря на все свои усилия и авторитет педагога, не смог предотвратить выпуск школьного учебника физической географии за 6 класс с потрясающим числом ляпов. Его написала бывшая студентка профессора, уважаемый специалист в сфере образования. Когда географ ее шедевр отредактировал, в Минобразовании отказались внести правки в текст издания. Теперь географию во многих школах учат по книге с множеством неточностей. Мы получили, как говорят, там рукопись сначала. Нашли там очень, как говорят, вопиющих неправильностей. И не буду деталей говорить. Но главный недостаток был то, что мы преподаем студентам на первом курсе, как говорится, введение географии. Вот это они навязывали на 6 класс. Большую часть своей педагогической практики Тимир Нурдинович провел в советские времена, когда труд педагога по степени ответственности сравнивали с работой врача. В те годы обе профессии считались самыми консервативными, поскольку ошибки в них были недопустимы. У нас иметь собственное мнение особенно трудно. А вдруг оно ошибочно? Ошибки врачей дорого обходятся людям. Да. Ошибки учителей менее заметны, но в конечном счете они обходятся людям не менее дорого. То, во что обошлись ошибки Минздрава в разгар пандемии, сейчас очевидно всем. А вот ошибки авторов школьных учебников менее заметны. Но и они, в конечном счете, обойдутся всем не менее дорого, убежден Кулматов и дополняет. В советские времена существовала специальная экспертная комиссия. Ее члены, в основном специалисты с солидным педагогическим стажем, тщательно следили за качеством учебников. Многие годы безрезультатно педагог добивается от Минобразования создания такой комиссии, где он мог бы работать бесплатно на общественных началах. Мы по этому поводу обратились и в Академию образования, и в Министерство. Давайте возрождайте вот на общественных началах. Мы зарплаты не требуем, не просим. Мы болеем за свой вот этот предмет. По мнению ряда специалистов сферы образования, причина неточностей в школьных учебниках кроется не только в некомпетентности и безответственности некоторых авторов, но и в том, что Минобразование чрезмерно увлекается получением зарубежных грантов. Услышав слово «грант» или «бесплатно», там готовы отдать нашу систему образования на откуп неизвестно кому, считает депутат Евгения Строкова. Мы всегда благодарим за помощь извне в проектах нашего образования. Но за это время образование разрушилось. Во Всемирном банке, ЮНИСЕФ и тому подобных организациях работают наши люди. Мне известно, что в этих организациях коррупция выше, чем во всей нашей стране. Люди работают наши, но прикрываются иностранной ширмой и ответственности не несут. Минобразование хватается за любой грант из-за хронического недофинансирования сферы образования. Благодаря целой армии учителей мы сохранили сегодня систему, она не разрушилась. Но мы сегодня стоим на пороге разрушения. Те лозунги якобы, да, всякие приказы, указы, да, они не будут исполняться, потому что идет хроническое недофинансирование. Как считают специалисты системы образования, хроническое недофинансирование является причиной системного кризиса. Ляпы в школьных учебниках – лишь самая малая видимая его часть. Андрей Токамбаев, Вячеслав Кравченко, 5 канал, главные итоги.